дзе ўзяў пачатак Мінск, мы пройдемся па святочным горадзе. Ну што можна сказаць? Хоць і ўзрост твой Мінск салідны, але выгляд маеш вельмі малады. У бюро абмену жилплошчы нам сказалі, што няма адбою ад жадаючых пераехаць у Мінск. А ці ведаеце вы, Мінск старэйшы за Маскву, Ленінград, Рыгу. Праўда, помнікаў сівой мінуўшчыны штосьці не відаць. Ды адкуль ім быць? За сваю гісторыю Мінск 7 разоў разбраўся. Гэтая вазачка, якой 15 год назад аздаблялі нашы будынкі, ужо гісторыя. А цяпер іншыя густы, індустрыя і размах. В 1965 году... Штат имам. Увогуле, семейка минчан все повеличивается. Могу вам точно сказать. У нас в Минске на 11 мая 1967 года прописано 781 103 человека. Гостей мы не считаем. Колькі людей, столькі и характеров. И все ж есть мінскі характер. Яго добра адчуў на сваёй скуры вораг. Ён добра вядомы ўсім нашым сябрам. Мінскі характер загартаваўся ў самых цяжкіх выпрабаваннях, у баі і працы. Адным словам, гераічны характер. А што датычыцца дэталей, дык мінчане народ таварыскі, гаваркі. Хочацца адзначыць яшчэ адну рысу ў мінскім характары. Спакой. Нават у перапоўненых аўтобусах і тралейбусах у гадзіны пік. Можна было б павялічыць колькасць машын, але тады не было б гадзіны пік. Невядома, як маглі падлічыць, але сцвярджаюць, што гарадскі транспарт перавёз за год 4227 зайцоў. Гэта не метро. Кажуць, што метро ў Мінску пачнуць будаваць, калі яго насельніцтва пераваліць за мільён. Пакуль што першы падземны пераход. Ну, с моей точки зрения, это был грандиозный праздник. В смысле подготовки. Эмблема праздника 900-летия Минска. Памятные медали и серии значков. На что я принял участие в этом конкурсе. Это был республиканский конкурс, и было довольно много представлено проектов. Но по результатам конкурса, значит, Самуил Львович говорит мне, значит, знаешь что, а вот здесь допущена политическая ЦК в эту сторону. В доме эта ошибка была устранена. До речі, кожны 43-й носить окуляры. Один з 67 тысяч студентаў Мінска надышла, відаць, сесія. У мінчан невялікія сем'і, у сярэднім па 2 дзіцяці. Толькі 4 маці-гераіні ёсць у Мінску. Але ніводны статыстык не падлічыў, колькі ў нашым горадзе закаханых. Вядома толькі, колькі іх трапляе ў ЗАГС. 25 разоў у дзень у гарадскіх ЗАГСах задаецца пытанне «Кахаеце?» і 25 разоў чуваць у адказ «Кахаю». Кажуць, у Мінску самыя прыгожыя нявесты. Праўда, прыгажосць даецца не так лёгка. Немало гадзін трэба выстаяць у чарзе, каб трапіць пад каўпак. У горадзе 41 жаночы салон, а трэба значна больш. Дарэчы, вось гэтыя ультрамодныя прычоскі абыходзяцца мінскім мужам 870 тысяч рублёў у год. З летапісу вядома, што калісьці самым зручным шляхам зносін была Свіслач. А цяпер Свіслач нават не лічаць і ракой, але да пары да часу. Хутка ў Свіслач прыйдзе вялікая вада з Вільі. Дарэчы, аб вадзе. Мінчане не п'юць хларыраваную ваду з ракі, а чыстую, крынічную. Але не вадой адзіны жывы чалавек. 280 тонн хлеба ў суткі спажывае наш горад. Усе менш і менш, нягледзячы на рост насельніцтва, бо павялічваецца спажыванне іншых высокакаларыйных прадуктаў. Заўважым, што свініны ідзе мала, павялічваецца попыт на рыбу і птушку. А соли 9 тонн у день. Я очень внимательно смотрела тогда на этот праздник, потому что в школе, где учился сын, в 24-й школе, отобрали симпатичных мальчиков и девочек, чтобы они вручали букеты членам правительства. Ну, а мы сами, вот все архитекторы, очень грандиозно отмечали этот праздник в Союзе архитекторов на Карла Маркса. Тогда нас вообще не очень много было. Я песню тебе посвящаю, я песню тебе посвящаю. Мой город, мой город, мой город, герой-патриот.
песня птицей над родимой стороной. Ой, мой Минск, моя столица, Белоруссии родной. В конце 60-х в Минске был медицинский институт, то есть 100 сеансы. А последний сеанс 23:00. И я уже выходил с этого сеанса, с этой работы, понимаешь, домой сюда, в Васнецова, 3. А хіба благий подарунок кінотеатру першокласних фільмів? В эти годы я работала в Первомайском райисполкоме зампредом. Как раз курировала культуру. Кинотеатр «Партизан» строили. Кабіни може передати новини у другие города Советского Союза и Европы. 10 пляцовок для камер телебачення. Минский палац – самое пригожее и оригинальное спортивное збудование республики. В 60-е годы, теперь уже прошлого столетия, в Минске не было ни одного крупного спортивного заведения, и поэтому было принято правительством решение построить в Минске сравнительно крупный. Серьезный. Тренировками фехтовальщиц кирует Лариса Петровна Бокун, заслуженный тренер Советского Союза, наставница чемпионов света. Шлях фигуриста на ледяную арену непростый. Десятки, сотни разов тут у зале, каб потым один раз выкликать захопление на ледяном поле. Проект этот практически был осуществлен где-то в 1966 году и оказался настолько удачным, что была просьба о пустыри, но в то же время это было совершенно недалеко от центра Минска. Хутка і ми поспитаємо смак нових сюрпризів, які рихтує нам Мінська фабрика «Комунарка». На фабрику пришла в 1947 году. После 1947 года фабрика была, конечно, разбита в руинах. Фабрику восстанавливали. Где-то уже после 50-х годов к нам уже пришло и молодое пополнение. С московских фабрик, с киевских фабрик приехали. Там в 60-е годы начало поступать уже, также почти что вручную это все делали. Уже работали, в нашем карамельном цехе работало 5 линий. 5 поточных линий. Уже ручной завертки у нас не было. Начали поступать станки с Харькова сначала, потом, значит, польские станки по завертке, а потом уже дать вот и не хватало рабочих. Работали в 3 смены. В 3 смены. Работали даже и выходные прихватывали. Раньше еще в 60-е годы у нас еще вот в карамельном производстве мы еще делали шарик. Вот яблочко делали, делали крыжовник, какао-порошки, рион. Вот это все этого закатывали. А потом уже поменяли на штампу, на другую карамель. Вот. Леденцовая линия, шоколадные, уже раковые шейки уже делали механически, уже не вручную. Вот леденцовые линии поставили, где делали уже дюшес, барбарис. И вообще очень красивые были сами. Дорослые хотя і сцвярджаюць, што ласункі іх не цікавяць, аднак вольны час перад святам праводзяць у магазинах. Вот и заканчивается 1967 год. А год наступающий, как всегда, встречают минчане с новыми планами, надеждами и радостями. До свидания, до встречи в новом
1968. Когда огоньками распахнуты настежь, светясь отдыхаты, увижу я лица, пытаясь понять, полюбить и простить. Такое жестокое, доброе время, такая короткая, долгая жизнь. Мы с городом этим беду разделяли, как много друзей уходило от нас. Пожалуй, не хватит минуты молчания, чтоб всех поименно их вспомнить сейчас. Останутся в памяти даты и лица людей, что умели всем сердцем любить. Такое жестокое, доброе время, такая короткая, долгая жизнь. Нам стрелки часов каждый год отмеряют, и время летит в неоглядную даль. Мы с нашей столицей по-братски разделим надежды, победы, мечты и печаль. И в веке другом вновь припомнятся даты, иные столицы дерзать рубежи. Такое жестокое, доброе время, такая короткая, долгая жизнь. И в веке другом вновь припомнятся даты, иные столицы дерзать рубежи.